Хайрла Шамар, салям алейкум. Это спецэфир на телеканале АТР, фактически марафон, связанный с тем, что вы, наверное, уже знаете, кто постоянно следит за лентами Фейсбука. В 6 утра сегодня произошел обыск в доме первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джилялы. В 7 утра его вывезли на синем Volkswagen без номерных знаков. Об этом сообщают его родственники и его жена. Адвокаты сейчас находятся возле управления ФСБ России в городе Симферополе на Франко 13. У нас есть было уже обращение представителя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, который призвал всех неравнодушных и активистов подойти к зданию на Франко 13 в городе Симферополе для того, чтобы люди массово интересовались тем, какова судьба Наримана Джиляла. О нем пока еще ничего не известно. И у нас есть лишь небольшое интервью с супругой о том, что было сегодня с утра. Я Джилялова Левиза Ленуровна, супруга Джилялова Наримана Энверовича. Сегодня в 7 утра с копейками мы еще спали, поэтому ориентировочно где-то 7:15, 7:20 ворвались около 12 людей в масках через заборы, разбудили нас, стуча в окна, в двери. Муж открыл дверь, Нариман открыл дверь. Нас с 4 детьми заблокировали в отдельной комнате, поэтому все разговоры производил он. Мне лично никто не представлялся, документы не показывал. Провели обыск с ним вместе, забрали его и увезли на машине без опознавательных, вообще без номерных знаков в неизвестном направлении. Они вообще представились, что это за управление, служба? Нариман с ними разговаривал. Я же еще раз говорю, мы в отдельной комнате с детьми находились, поэтому кто это такие, что это такие, мне лично никто не представлялся. Какие-то документы предоставляли? Может, Нариману представили. После проведенного обыска? После обыска ничего не оставляли, ничего не делали. Изъяли только личные вещи Наримана. Это телефон и ноутбук рабочий. Сейчас вы знаете, где находится Нариман? Нет, сейчас я не знаю где. Вам не сообщали? Нет, мне никто еще не сообщил. А вы не пытались подать заявление о похищении человека? Подали заявление в Симферопольское РОВД, вот в прокуратуру зарегистрировали заявление онлайн. Все, Следственный комитет как бы отказался принимать заявления подобного характера. Они такие дела не расследуют. А сотрудники ФСБ, то есть управление ФСБ? ФСБ тоже сказали, что это не они не уполномочены этим заниматься, поэтому только РОВД. На каком автомобиле похитили Наримана? Темный, синий, черный бусик без номеров каких-то. А люди были вооружены или без оружия? Те, которые в масках, да. Вооружены? Да. Ну, я хочу напомнить, что арест Наримана Джиляла, первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа, это такой финал нового витка репрессий, который начался вчера. Вчера были массовые обыски по Крыму, и они были в Симферополе, в Евпатории, в Бахчисарайском районе. Было арестовано и фактически похищено еще 4 человек. Это Шевкет Усинов из Евпатории, Асан Ахтемов из Симферополя, Азиз Ахтемов в Симферополе и Ильдар Одаманов тоже, вот как сообщают активисты, это симферопольский арест. У нас на прямой связи из Крыма адвокат Лилия Гемиджи. Салям алейкум, Лилия Ханум. Вы сейчас находитесь на Франкон возле ФСБ или где? И что сейчас и вам известно о судьбе Наримана? Да, мы сейчас находимся на бульваре Франко возле здания ФСБ. Я и мои коллеги, мы попытались в очередной раз дозвониться дежурному и узнать информацию о месте нахождения наших подзащитных. Наримана и еще 5 но, к сожалению, ссылаются на то, что не обладают подобной информацией, где находятся наши подзащитные. Естественно, Адаманов, Ильдар, он находится
точнее похитили его еще вчера утром, более суток с ним нет никакой абсолютно связи. Лилия Ханум, к сожалению, связь очень плохая, вас очень плохо слышно. Я повторю вопрос. Получается, неизвестно местонахождение и вчерашних 5 арестованных, или о судьбе кого-то уже стало известно? Кого куда направили? Нет, абсолютно ни о ком не известно. Дольше всех не выходит на связь Ильдар Адаманов. Он был задержан вчера утром, все остальные были задержаны либо ночью, либо сегодня утром. Ни о ком нет абсолютно никакой связи. Все правоохранительные органы отказывают нам в предоставлении информации, как они объясняют, за ее неимением. Только что мы с коллегами обращались в дежурную часть ФСБ, и нам также отказали в предоставлении информации. У нас остаются опасения, что по отношению ко всем задержанным могут быть применены незаконные методы ведения следствия, и мы опасаемся за их жизнь и здоровье. Скажите, есть ли у вас возможность личной встречи с руководителями этих силовых российских органов о том, чтобы обсудить эту ситуацию, которая произошла, и фактически об исчезновении 5 человек? На сегодняшний час такой возможности нет. Это связано с тем, что сегодня выходной день и с карантинными мерами. Во время карантинных мер личный прием граждан ограничен. Нам рекомендуют подавать заявление через веб-приемный, что мы, собственно, со вчерашнего дня периодически делаем. Но это не приносит абсолютно никаких результатов. Сейчас на бульваре Франко собралось большое количество наших соотечественников, которые вышли поддержать всех задержанных, а также присутствует большое количество сотрудников правоохранительных органов, которые снимают всех задержанных на видеокамеры и объясняют это тем, что возможно совершение каких-либо правонарушений. Конкретно информацию, на основании какого нормативно-правового акта ведут видеосъемку прибывших, никто не отвечает. Точно так же ведут видеосъемку адвокатов, которые работают в этом деле, без нашего согласия. Лилия Ханум, скажите, а какие варианты, кто из силовиков мог бы принимать участие? Вот мы в Украине слабо все равно представляем эту структуру. Есть, мы знаем, ФСБ, есть Центр Центр это по-моему, к полиции, да, относящийся орган. Что еще может быть? Какие силовые органы могли бы быть задействованы в этом? И в какие вы уже обращались? Мы обратились во все органы, которые имеют место быть в Крыму. Это и в отделы полиции, Центр по противодействию экстремизму, МВД, ФСБ, дежурному прокурору. Во время обысков из той публичной информации, которая была известна, участвовали сотрудники ФСБ и точно сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Чем на сегодняшний день регламентирована их деятельность, мы пытаемся выяснить в отношении, что вменяют нашим подзащитным. Также нам на сегодняшний день неизвестно. Тем не менее, все адвокаты в режиме готовности находятся возле здания ФСБ и готовы оказывать помощь своим подзащитным. Вообще, это беспрецедентная ситуация. Дело в том, что даже во время массовых задержаний в марте 2019 года, когда одновременно 24 человека были задержаны, похищены фактически российскими властями, было известно, кто где находится, находятся ли они на территории Краснодарского края или в Крыму. Можно ли в этой ситуации подключить кого-то из Москвы, из правозащитников, даже, скажем, официальных, таких как Москалькова, или выходные — это как раз удобный случай всем отвечать «нет» и тянуть ситуацию до понедельника? Безусловно, выходной день — очень удобный случай, когда мы не можем дозвониться до официальных структур. Тем не менее, мы уже предприняли все возможные действия, которые были бы направлены на защиту задержанных и на выяснение их местонахождения. Можно ли у вас попросить оценить, какое количество сейчас соотечественников уже есть под зданием ФСБ, и какая тенденция? Люди расходятся или собираются и не уходят, остаются и будут ждать, пока будет какая-то информация о Наримане Джеляле и остальных 5 похищенных в Крыму? Мы наблюдаем с каждым часом все большее количество людей, которые прибывают по данному адресу. Прибывают они в целях поддержки.
И ходят абсолютно различные настроения среди тех, кто сегодня находится рядом с нами. Люди обсуждают, что сегодня может быть задержан абсолютно любой человек без, скажем, принадлежности к какой-либо, скажем, организации, какому-либо течению, либо какому-либо еще направлению. То есть люди, которые были задержаны вчера и сегодня, некоторые, точнее, из них это абсолютно аполитичные люди, которые не участвовали ни в каких активностях. И сегодня вот в Крыму уже ведется задержание людей только лишь исходя из их религиозной, национальной принадлежности. Это все четко понимают, и люди стекаются сюда с надеждой противостоять этому беспределу, который на протяжении нескольких лет творится в Крыму. Скажите, опять-таки в сети была информация, что вот по предыдущим дням по Нариману Джилялова, предыдущим задержанным были какие-то версии о причастности к какому-то взрыву какого-то газопровода. О чем идет речь? А вообще, откуда такая информация, о каком газопроводе идет речь? 23 числа из официальных источников, из пресс-службы было известно о том, что на территории села Перевального, это по Алушинской трассе, состоялись взрывы газопровода. Эти взрывы имели место, скажем, механическое повреждение, то есть эти взрывы были произведены кем-то, и у нас нет никаких документов, которые бы подтверждали, что правоохранители пришли именно в связи с этим, скажем так, обстоятельством ко всем сегодняшним задержанным. Но во время обысков из уст силовиков, которые проводили эти обыски, звучали как раз-таки месседжи о том, что все это связано с этими взрывами газопровода в селе Перевальном. Более точную информацию мы сможем получить только когда у нас будет иметь возможность доступа к процессуальным документам и анализа данных процессуальных документов. Лилия Ханумовна, это, конечно, вопрос уже не столько юридический, сколько политический. Тем не менее, я вам задам его, потому что все эти процессы, которые в Крыму происходят, мы понимаем, все они политические. Скажите, с чем связано вот это вот вчерашнее, сегодняшнее опять массовые обыски и аресты, и в том числе уже задержание и похищение, вот, ну, будем откровенно говорить, такой видной фигуры, как первый заместитель председателя Меджлиса. Может ли это быть ответом на проведение там крымской платформы саммита в Крыму, что раздражало Российскую Федерацию? Может быть, какие-то другие события способствовали тому, что вот произошло вчера и сегодня? Цель всех задержаний, всех преследований – это политический мотив. Это одна из целей – держать в страхе население полуострова, в частности коренной крымско-татарский народ, который не соглашается с репрессивной политикой в отношении своего народа, выступает в защиту своих соотечественников. И это единственная цель, а также одной из целей может служить выдавливание людей из территории Крыма. Сагунс, Лилия Ханум, мы будем ждать от вас информации дальше о том, что происходит сейчас в Симферополе. Напомню, сегодня в 7 утра из своего дома был похищен первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилялов. После проведенного обыска его увезли на автомобиле без номерных знаков. Предполагается, что это было ФСБ, но тем не менее официально мы слышим, что ФСБ отказывает адвокатам в какой-то информации, сообщает, что никакой информации нет. Есть опасения, что и Наримана Джилялова, и остальных могут просто в эти выходные дни вывести за территорию полуострова. Напомню, еще 5 человек были задержаны, арестованы, фактически похищены на протяжении вчерашнего дня, сегодняшней ночи. Это Шевкет Усинов, Асан Ахтемов, Азиз Ахтемов, Эльдар Адаманов. Есть у нас и комментарий жены Эльдара Адаманова, который больше всего, его еще вчера утром похитили, и до сих пор нет никакой информации о его местонахождении. Сколько раз ты повторила? Еще раз повторю. Меня зовут Мамутова София Селимовна. Я являюсь супругой Адаманова Эльдара Усиновича, которого 3 сентября утром увели из моего дома в неизвестном направлении. Люди, которые не предоставили мне служебное удостоверение, производили обыск. Во время обыска изъяли у нас оргтехнику. Это 2 ноутбука, наши телефоны и 2 флеш-карты. После проведения обыска моего супруга
пригласили настоятельно на беседу, сказали, зададим несколько вопросов, и увезли. Больше я его с тех пор не видела. Обыск, я отметила, закончился, ушли они в 7:20 утра. Начали в 6, закончили в 7:20. На наше требование с супругом оставить мне протокол или копию, или дубликат проведения обыска нам ответили отказом. Кроме того, во время обыска, когда, угрожая выломать дверь, они вошли к нам, они в первую очередь отобрали наши телефоны. Значит, я не имела возможности ни посовещаться, ни вызвать адвоката, ни предупредить кого-либо из родственников, точно так же, как и мой супруг. Более того, мы не знаем, где находились в момент обыска наши телефоны. Мы наблюдали за проведением процедуры обыска. И в момент, когда опечатывали без присутствия супруга оргтехнику, он настоял, чтобы развязали мешок, которым они сложили все, обнаружила, что отсутствует его телефон. Потребовал, чтобы его принесли. Согласно протоколу, если 2 телефона, то пускай лежат там 2 телефона. Им пришлось дождаться человека, который унес телефон, затем они положили его туда и уже опечатали при нас этот мешок. В дальнейшем я требовала назвать место, куда отвезут моего супруга. На это мне давали неопределенный ответ и сказали, вероятно, в центральный район, в отделение. Зададим несколько вопросов в полиции и отпустим. Или там. Ничего, конечно, они особо не обещали. С 9:30 я начала розыски телефоном, куда же отправился мой супруг, и звонила в дежурные части по городу в полицию, звонила также на дежурную линию ФСБ. Везде я слышала один и тот же ответ: к нам такого человека не доставляли. Связь с ним телефонная отсутствует по сей день. Он не объявлялся, не давал о себе никак знать. Я не знаю, где он находится, что с ним, в каком он состоянии. По дежурной линии мне поначалу отвечали, что чтобы я не переживала. Если производятся какие-то следственные действия и его оставят, мне позвонят и расскажут. Никто мне ничего не позвонил, не рассказал, либо его отпустят. На сегодняшний день я считаю своего супруга пропавшим без вести, похищенным людьми, которые мне не представились. И требую разобраться в данной ситуации правоохранительных органов. И для начала требую обнаружить его местонахождение. Поскольку во время проведения обысков на некоторых из присутствующих были нашивки ФСБ, лица людей были закрыты масками, мне будет сложно описать, как они выглядели. Я думаю, что наверняка служба безопасности должна знать, Федеральная служба безопасности должна иметь представление, куда его увезли, но мне отказывается дать данную информацию. И вы говорили там что-то еще про то, кем он был до. Да. Значит, мой муж, Адаманов Ильдар Усейнович, 82-го года рождения, он имеет образование, степень бакалавра у него по гуманитарным наукам. Получал свое образование он в Турции. И здесь в дальнейшем работал по разным специальностям, которые позволяют ему охватить его образование. На данный момент, перед проведением обыска, он являлся индивидуальным предпринимателем и занимался торговлей, продавал мебель в городе Евпатория. В день, когда предположительно произошел взрыв или повреждение газопровода, как они это называют, мой супруг находился на работе в Евпатории. Имеются люди, которые могут подтвердить его место пребывания. К сожалению, это тоже не учитывалось во время проведения обыска. Его забрали для выяснения обстоятельств, и мы не можем на данный момент никаким образом его защитить. Мы не можем обеспечить к нему доступ адвоката и хотя бы просто быть уверены, что с ним сейчас все в порядке. Немножко следует, наверное, напомнить, как эти 7 лет проходили репрессии в отношении крымско-татарского народа и проукраинских активистов в Крыму. В
У нас, например, мне говорят на прямой связи адвокат Эмиль Курбединов, правильно я понимаю? Из Крыма. Эмиль Бей, селям алейкум. Где вы сейчас находитесь и что вам известно вообще о судьбе пропавших 5 людей, которых похищали или задерживали вчера, сегодня, и Нариман Джилял, которого сегодня утром также похитили из своего дома? Алейкум салям. Мы курсируем, так скажем, между судами, прокуратурой и ФСБ. Вот самое главное, нужно понимать, что сейчас приходится говорить о задержании, сейчас приходится говорить о похищении. Почему? Здесь простая логика. Вчера, сегодня ночью силовики провели обыски в домах крымских татар, и до настоящего времени в отношении кого-то более суток уже просто не предоставляют информацию, где эти люди. То есть у нас есть отправная точка, это жилище этих крымских татар, где точно сотрудники ФСБ с иными сотрудниками правоохранительных органов провели обыск, но в настоящий момент уже более суток по некоторым из них просто не говорят, где эти люди, что с этими людьми, отрицают, что они у них и так далее, и так далее. Мы объездили все службы полиции, дошли до прокуратуры и военной, и общегражданской, до московской и так далее. Везде не представляют информацию. Это сейчас мы говорим о том, что это похищение. Вот. И похищение силовиками получается. Потому что они были на обыске, и они не представляют информацию более суток. Эмиль Бей, вы с 2014 года занимаетесь всеми делами, которые связаны с нарушением прав человека, с арестами, задержаниями, похищениями. Мы пытаемся вспомнить на протяжении этого марафона многих. Это были и 2 заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, и похищенные, и до сих пор ничего не известно о судьбе Ирбина и Ибрагимова, и о тех, кого похищали в 2014 году, около 15 человек, судьбе которых неизвестно. Это и по делу Хизбут Тахрир более сотни людей, которые находятся в российских тюрьмах, сейчас уже более 120. Скажите, вот за эти 7 лет вы наблюдаете вот хотя бы какую-то тенденцию, можно ли ее как-то проследить, с какой периодичностью? Это весеннее-осеннее обострение у российской власти или какое-то количество человек в месяц должно быть арестовано? Эту тенденцию как-то можно проследить? Есть какая-то логика в том, что происходит? Здесь логика одна, это целенаправленное преследование крымско-татарского народа по национальному и религиозному признаку. От этой политики Россия не отошла и продолжает ее с 2014 года. Да, под эгидой, так скажем, борьбы с терроризмом и экстремизмом на самом деле ведут борьбу с политически активными людьми, с религиозными деятелями, теми, кто не согласен там, по ситуации с Крымом и так далее, и так далее. То есть и эта ситуация с каждым годом набирает обороты, так скажем. Да, и это целенаправленные репрессии и преследования целого народа, точно и украинцев, конечно, по национальному, по религиозному признаку. Вот это одна общая тенденция, самая главная, по линии которой они идут уже вот с 2014 года. Эмиль, вот ваша коллега Лилия Гиминджи в эфире нам сказала, что это дальнейшая акция по запугиванию крымских татар и по выдавливанию с территории полуострова. Если мы видим фактически сейчас все с большей периодичностью, каждые 3-4 месяца вот такие массовые аресты и похищения людей происходят, российская власть считает, что крымские татары недостаточно еще напуганы, если это продолжается? Или, в принципе, это должно быть как постоянный ритуал запугивания на протяжении всего времени, пока крымские татары полностью не будут выдавлены из Крыма? Конечно, они ведут к этой цели. Идеальная цель, чтобы здесь случилось, не осталось никого из представителей нашего народа. Вот это как бы в идеале было бы для них. Но я думаю, что за эти 7 лет наш народ показал, что они с каждым годом, то есть мы, да, с каждым годом наш крымско-татарский народ становится лишь сплоченный. И как мы видим тенденцию по наращиванию репрессий, так мы здесь видим тенденцию по тому, что люди, наоборот, больше и больше, да, сплачиваются и ведут вот такую мирную борьбу и такой определенной какой-то деградации в этом, мы, например, здесь в Крыму не видим. Наоборот, сплоченность, тенденция к продолжению мирной борьбы, она укрепляется с каждым годом. Это можно исследовать и по тем, кто находится в тюрьмах сейчас
люди тоже там не сдались, не сломались, несмотря там на сумасшедшие эти сроки, нечеловеческие условия и так далее. Да? Вот это самое главное. Давайте напомним нашим телезрителям и о других похищенных российской властью. Мы будем называть их похищенными, тех, которые сидят даже по их так называемым судебным решениям. Это более 120 крымских татар. Какая часть из них находится на территории Российской Федерации, а какая часть из них в оккупированном Крыму? Здесь порядка 10 человек, а теперь основная масса уже находится за пределами Крыма. Их угнали, насильственно угнали в Ростовскую область военные тройки, чтобы судить. И часть уже угнали для того, чтобы, так скажем, поместить в колонии строгого режима. Это начиная от Башкирии, заканчивая там Астраханской области и так далее. Вот основная часть теперь находится за пределами территории Крыма. Да, в нарушении 4-й Женевской конвенции Россия насильственно угнала порядка 90 человек отсюда для вот этих судов военных и для того, чтобы дальше уже этапировать в колонии строгого режима, в различные колонии строгого режима. Эмиль Бей, представитель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, и на своей странице, мы это показывали в эфире телеканала АТР, призвал людей в Крыму, неравнодушных активистов, собираться возле здания оккупационного ФСБ на улице Франко, 13 в Симферополе, для того, чтобы люди просто массово интересовались судьбой и Наримана Джиляла, и остальных 5 похищенных за эти сутки. Насколько такие меры действенны, потому что несколько раз мы видели, как массово люди собирались и возле центра и возле здания ФСБ. Это уже было на протяжении этих 5-7 лет. Я вам скажу так, что касается родственников, они имеют право приходить туда, куда считают нужным, для того, чтобы узнать о судьбе похищенных своих родственников. Да? Люди имеют право на мирные собрания в установленном порядке и так далее. Поэтому в реализации этого не должно быть никаких препятствий. Что касается родственников и адвокатов, то родственники, они имеют право приходить куда угодно, чтобы защитить жизнь и здоровье своих близких людей, которые были насильственно вывезены из дома и о которых вообще никто ничего не сообщает. То есть были похищены, а что родственникам дома сидеть? Ну это глупо, да? Поэтому я считаю, что, конечно же, родственники правильно поступают, когда начинают действовать активно, приходят и начинают, так скажем, дергать, да, все эти правоохранительные органы по поводу судьбы своих близких. Это правильно. По-другому быть не может. Эмиль Бей, мы будем с вами держать связь дальше. Сообщайте нам обо всей информации, которая у вас появится в отношении тех людей, которых российские фактически власти, подконтрольные им люди похитили в течение этих суток. Я напомню их имена. Это Шевкет Усейнов, Асан Ахтемов, Азиз Ахтемов, Эльдар Удаманов. И сегодня утром был похищен первый заместитель Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял. У нас есть из Крыма интервью отца одного из похищенных. Мне подсказывают, это его зовут Эскендер Ахтемов. Вчера в час ночи у него провели обыск. Или человек 7-8. После чего напугали невестку. Провели обыск и забрали телефон. И до сих пор мы найти его не можем. И обращался вчера в МВД, тоже ничего не знают. Сейчас обращались в ФСБ, тоже все отмораживаются. Я хочу напомнить немножко нашим телезрителям вообще хронологию того, какими волнами происходили репрессии в отношении крымских татар и проукраинских активистов за 7 лет оккупации. В 2014 году, сразу после оккупации полуострова, было заигрывание с крымско-татарским населением, но тем не менее протесты были публичные, и первым таким ярким и трагичным была судьба Ришата Аметова, который вышел на одиночный пикет 3 марта 2014 года перед зданием Совета Министров, был похищен людьми в камуфляже, и этих людей называют обычно «самооборона Крыма», или те люди, которыми руководил один из участников оккупационного правительства Шеремет.
Эти люди похитили прямо перед телекамерами Ришата Аметова, и его тело, обезображенное тело, было найдено накануне так называемого референдума. Так называемый референдум был 16 числа под дулами автоматов, а 15 тело Ришата Аметова нашли в Бахчисарайском, в Белогорском районе Крыма. И это, его похороны превратились фактически в огромный митинг. Но, по сути, это была акция устрашения крымских татар накануне проведения вот этого вот незаконного оккупационного референдума в Крыму. Далее у нас, мне подсказывают, что есть адвокат Айдер Азаматов на прямой связи с нами. Айдер Бей, селям алейкум. Где вы сейчас находитесь? Кем из похищенных занимаетесь вы? И что сейчас происходит в Крыму? Мы сейчас находимся возле здания ФСБ в Крыму, в Симферополе, на бульваре Франко. Мы второй раз уже обратились к дежурному и с вопросом, находятся ли наши подзащитные в управлении ФСБ. Нам по-прежнему отвечают, что данных лиц здесь нет, и вообще какую-либо информацию дополнительную отказываются предоставить. Мы уже отправили ряд жалоб и обращений в отделение полиции о похищении и от родственников, это все было, в дежурному прокурору. Сейчас мы с коллегами готовим заявление в военный следственный комитет на действия незаконные сотрудников ФСБ, которые, со слов родственников, принимали участие при задержании Наримана Джадала и 4 остальных ребят. И увезли их в неизвестном направлении, их местонахождение неизвестно. И при этом готовим жалобу в Генеральную прокуратуру России и прокуратуру Крыма, которая осуществляет надзор за данными за ФСБ. Никто ничего не знает, ни одна служба правоохранительная, которая находится в Крыму, не знает, где эти люди. Однако мы уверены, что эти люди находятся в руках лиц, потому что видео было, как их увозят с места обыска. Я напомню, что один из задержанных и отсутствующих на данный момент уже более суток о нем нет сведений, информации. Это Эльдар Атаманов. Никакой информации о нем нет, никто ничего не знает, отказываются предоставлять вообще какую-либо информацию. Но пока мы здесь, пока мы не установим, где здесь местонахождение, мы будем продолжать поиски. С какой целью их забрали, нам неизвестно. Родственникам некоторым только показывали судебные постановления на проведение осмотра. Однако они не смогли тщательно изучить эти документы, потому что, во-первых, утром это все происходило, рано утром, в темноте. Например, у Ахтемова Асана они взяли и телефоны, и компьютер, и еще и автомобили взяли, то есть на эвакуаторе увезли автомобиль, опечатали его. И самое интересное, его увезли перед осмотром. То есть во время осмотра или обыска, мы еще не знаем, что это за мероприятие было. Он не присутствовал. Они вывели его из дома, увезли в неизвестном направлении, и только потом другие люди проводили обыск в присутствии его супруги. Пока ситуацию мониторим и, так скажем, держим сердце на пульсе, держим всех, так скажем, в курсе этих событий и делаем все необходимое, чтобы установить местонахождение наших подзащитных. Ваша коллега Лилия Гемиджи в эфире АТР вот несколько минут назад говорила о том, что ситуация очень удобная для силовиков,
проводить это все в ночь с пятницы на субботу, либо в субботу утром, и позволяют очень многим официально находиться и ссылаться на выходной день, и не давать никаких ответов, не встречаться с адвокатами, тянуть эту ситуацию до понедельника. Учитывая то, что вы мне сказали, что вот в доме Асана Ахтемова это было такое уникальное проведение. Сначала вывезли его, и эвакуатором вывезли машину, а потом другая группа в присутствии уже супруги проводила обыск. Вообще, на чей это почерк похож? На какой из служб российских? Ну, это только одна служба может так проводить мероприятие, но опять же мы предполагаем, что это были сотрудники ФСБ. В связи с этим, ну и сами родственники говорят, что у некоторых сотрудников, которые присутствовали, были нашивки ФСБ. Все связывают с событием, которое было 23 августа. Это взрыв газопровода, телеперевальная. И по данному факту уже и возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса. И вот с того времени проводят какие-то проверки, но методы и способы очень показывают почерк спецслужб. Иначе мы бы уже давно установили, где они находятся, потому что они в райотделе, который в Петропольском районе, который расследует, возбудили, расследует это уголовное дело, ни в прокуратуре информации нет, ни в Центре по противодействию экстремизму и терроризму нет информации о них. То есть они не знают, они говорят, нам сюда этих людей не привозили, у нас нет этих людей, мы не знаем, где они сейчас находятся. И по сути мы были уже везде, и по итогу только один орган не может нам дать конкретный ответ. Это управление ФСБ по Республике Крым. Слушайте, а с чем может быть связан вот такой вот, простите за жаргонно, уход в отказ ФСБ, если это очень похоже на ФСБ? Я могу только предполагать, может ли это внутри ФСБ быть спецгруппы, о которых могут не знать остальные ФСБ, или это могут быть управления ФСБ из других регионов Российской Федерации, а не оккупационная крымская ФСБ? С чем связано такое нежелание вообще предоставлять информацию о нахождении людей? Ведь мы же понимаем, что в принципе в Крыму роль адвокатов в том, что информировать мир о том, что происходит с людьми по политическим мотивам преследуемых, и информацию, которую предоставляют об этих людях, вряд ли она позволяет освободить людям, когда задача их держать или посадить в тюрьму. Ну, вы знаете, я думаю, что ни допуск защитников, ни вообще информирование, ни родственников, ни адвокатов по соглашению этими службами говорит только об одном. Возможно, сейчас они проводят какие-то незаконные мероприятия и пытаются их или заставить, или уговорить, а может потом заставить взять на себя то, чего они не совершали. Я думаю, что только это с этим может быть связано. Иначе зачем им скрывать эту информацию, не предоставлять? Если все было бы очевидно и все было бы открыто, уже бы давно бы нам бы и позвонили бы, скорее всего, и сообщили. Но информацию не дают, всячески скрывают эту информацию. Скорее всего, сейчас с ними проводят какие-то мероприятия. На наш взгляд, они незаконные, потому что там нет адвоката. И адвокаты, которых представляют их, они находятся не с ними в данный момент. Я просто вас уточнил, когда вы используете такую фразу, оборот, незаконные действия, вы говорите о предполагаемых пытках в отношении этих людей? Ну, все может быть. И в том числе это может быть и такие варианты. Ну, нам известен случай с Есипенко, которому вот прям очень сильно и прям такое препятствие было попасть туда защитникам, что несколько дней прорывались адвокаты, и по итогу они, когда увидели его, на нем все остались следы пыток. И это было зафиксировано адвокатом, и это уже было оглашено и в паблике, и в публичном пространстве. То есть методы разные. Мы сейчас пока только сутки прошли, мы не знаем, что происходит. А может быть и 2 суток, а может быть и 3 суток пройдет.
Мы сейчас делаем все необходимое для того, чтобы к ним не применяли такие методы путем освещения этой ситуации, публикации, подачи заявлений, жалоб на такие действия незаконные. Вы сейчас, вы сказали, что находитесь в Симферополе на Франкова 13 перед зданием оккупационного ФСБ в Крыму. Скажите, какая обстановка сейчас там, какое количество людей и какая тенденция? Люди стоят, ждут, их становится больше, меньше, расходятся. Расскажите нам об этом, о ситуации возле ФСБ. Ну, люди все в ожидании, и родственники, и близкие, в том числе и друзья, знакомые. Сюда приезжают только, я так понимаю, люди, которые знают этих людей и с ними давно общаются. Ну, их пребывание увеличивается с каждым часом. Уже даже возле здания ФСБ выставили полицейских, которые, как они нам сообщили, обеспечивают безопасность людей. Ну, это верно, видно, что они поставлены для того, чтобы люди не подошли к зданию ФСБ. Ну, они не собираются этого делать. Люди просто в ожидании ждут какую-либо хотя бы информацию. Если бы они просто сказали, что да, они в управлении ФСБ, я думаю, люди бы уже успокоились и не было бы такой накаленной обстановки. А сейчас очень накаленная обстановка от того, что утаивают информацию не только от семей, так и защитникам, и адвокатам ничего не говорят. Вот это вот очень настораживает эта ситуация. Еще какое количество адвокатов готовы подключиться к этому делу? Мы слышали с утра о том, что это были Эминия Вамилева, Лилия Гемиджи, София Шабанова. Чуть позже мы услышали об Эмилии Курбединовой. Вот вы, Айдер. Это вас 5 или еще большее количество адвокатов готовы подключиться к поиску людей, которые похищены за эти сутки? Ну, в настоящий момент у всех 5 имеются адвокаты. Вы уже всех назвали, но только у нас еще непонятно, кто будет представлять интересы 5-го, потому что о нем нам стало известно вот только недавно. А у Наримана Джиляла, у Хасана Ахтемова, Азиза Ахтемова и у Адаманова, да, у всех есть адвокаты. У нас уже, мы все по соглашению, мы заключили соглашение с родственниками, готовы оказывать юридическую помощь. При необходимости коллеги готовы работать для защиты интересов и представлять интересы этих людей. Но нам самое главное сейчас нужно знать, где они находятся и что с ними, какое состояние у них, все ли хорошо с их здоровьем. Ну и опасения, конечно, у родственников, в первую очередь, за здоровье и за жизнь этих людей. Потому что в Крыму это не первый случай, когда людей так забирали в неизвестном направлении. Некоторые по сей день не нашли, некоторым удалось все-таки, так скажем, остаться так скажем, на свободе. Некоторых заключали под стражу по различным делам. То есть тут ситуации могут быть разные, мы пока можем только догадываться. Но самое главное сейчас выяснить, где они находятся. Пока, к сожалению, большому безуспешно это все. Это адвокат Айдер Азаматов из Симферополя, из-под здания оккупационного ФСБ в Крыму на улице Франкова 13, куда призвал выйти неравнодушных соотечественников председатель Меджлиса крымско-татарского народа для того, чтобы люди массово интересовались судьбой 5 похищенных за эти сутки. Я помню еще раз их имена. Это Шевкет Усинов, Асан Ахтемов, Азиз Ахтемов и Эльдар Одаманов. Эльдар Одаманов, о его судьбе уже неизвестно больше суток. Его похитили еще утром. Люди, у которых были нашивки ФСБ. Нариман Джилял, последний в этой 5, обыск у него дома происходил с 6 до 7 утра. В 7 утра его вывезли на синем Volkswagen в неизвестном направлении. Адвокаты София Шабанова, Лилия Гемиджи, Эминия Вамилева, Эмиль Курбединов и Айдер Азаматов сейчас находятся возле здания ФСБ в Крыму и пытаются узнать о судьбе этих людей. Им во всех силовых органах
оккупационных российских властей отказывают информации, говоря о том, что ничего не известно. У нас на связи из Симферополя Рулан Усманов, крымский активист. Рулан Бей, салям алейкум. Алейкум. А можете ли вы нам немножко показать? Я сейчас, Да. я сейчас нахожусь у здания ФСБ на Франкфурт 13. Тут собираются люди, и уже полиция активизировалась. Вот сейчас вам покажу, как подогнали уже бусик с ОМОНом. Бусик с ОМОНом сейчас проводят инструктаж, видимо, своих действий, координации своих действий. Не знаю, будем наблюдать. Рулан Бей, какое количество людей, крымских татар, уже подошли, по вашим оценкам, на Франко 13? Много ли людей? Собираются ли они, или люди напуганы и не готовы выходить? Люди собираются где-то в районе, по моим наблюдениям, в районе 150 человек. Сейчас не видно, вот за вот этим автобусом стоит часть людей. Сейчас вот среди нас, рядом со мной, это все люди пришли узнать о судьбе 5 задержанных. Вот видите, подогнали ОМОН. Я надеюсь, видно. Да, достаточно хорошо они видно. Там группируются. Спецмашину, да. Они группируются, не знаю, что они будут делать. Уже несколько раз подходил сотрудник полиции, зачитывал законы, запрещающие массовые несогласованные мероприятия. Но, тем не менее, они получили ответ, что никаких законов мы не нарушаем, никаких мероприятий не проводим, только собрались узнать о судьбе наших 4 задержанных. Но, видимо, все-таки в наших действиях, в том, что мы просто здесь стоим, собрались, хотим узнать о том, где наши ребята, где наша молодежь, где наши друзья, видимо, это их очень, очень напрягает, и они решили нас, видимо, запугать. Рулан Бей, для того, чтобы... Будем наблюдать на дальнейшее развитие. Вы меня слышите, Рулан Бей? Сейчас да. Для того, чтобы это не воспринималось как какая-то массовая акция, люди могут ли просто официально, каждый одиночно писать заявление о пропаже или о предоставлении информации в самом здании ФСБ? Вот просто выстраиваться в очередь, и каждый интересуется, где же эти похищенные люди. Есть ли такая процедура, и можно ли писать заявление в самом здании ФСБ о пропаже человека каждому, кто неравнодушен? Это больше вопрос к адвокатам. Уже адвокаты были там, были с родителем, заходили, писали заявления не только здесь, в ФСБ, а в другие отделения по городу. Адвокаты проехались, написали заявление о пропаже людей. Но нигде ответа никакого положительного не было. Саунас, это крымский активист Рулан Усманов, который подключился к нам по скайпу из Симферополя. Мы видели уже, как к зданию ФСБ в Крыму подогнаны спецмашины с ОМОНом и людям, которые просто подходят к зданию на призыв и адвокатов, и Рифата Чубарова, председателя Меджлиса крымско-татарского народа, с одной целью – поинтересоваться, где пропавшие люди, куда. Ничего не известно уже больше суток о судьбе Эльдара Адаманова. Кроме этого, в течение ночи и до утра были похищены Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Шевкет Усинов. И сегодня утром первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилялов. Люди, которые просто интересуются у российских силовиков, оккупационных властей, где же пропавшие люди, им зачитывают законы Российской Федерации о запрете на проведение несогласованных действий и запугивают ОМОНом и силовиками. Вот вы видели машины
со спецтехникой, которые собираются, хотя количество крымских татар, которые собрались под зданием ФСБ, невелико пока еще. Ролан Османов, по его оценкам, около 150 человек подошло к зданию ФСБ на Франко 13 в Симферополе. Я еще раз хочу вам напомнить о том, что это происходило в течение суток 3-4 сентября. Сентябрь вообще знаменит тем, что ровно 5 лет назад, в сентябре, Верховный суд Российской Федерации признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией. К тому времени уже были задержаны двое заместителей председателя Меджлиса Ахтем Чайгоз и Ильми Умеров. К Ильми Умерову принимались меры и карательной психиатрии, которая известна в Российской Федерации еще со времен Советского Союза. Под давлением международным и при содействии президента Турции Эрдогана в 2017 году заместители председателя Меджлиса были отпущены, были фактически обменены на тех людей, которых интересовалась которыми Россия. И их привезли через Турцию в Украину, сюда, в Киев. После этого на протяжении 5 лет российские власти не применяли репрессивные нормы по делу Меджлиса. Хочу напомнить, что два основных дела, по которым российские власти репрессируют крымско-татарский народ, это дело Меджлиса и так называемое дело крымских мусульман Хизбут-Тахрира как экстремистской организации. То есть и Хизбут-Тахрир, и Меджлис для России как экстремистские организации, и крымских татар, репрессии и запугивание крымских татар происходят по этим двум делам. Так вот, по Меджлису было содействие и Турции, и было решение, промежуточное решение криминального суда международного, которое обязывало Россию отменить свои запреты и позволить Меджлису опять действовать как представительского органа крымских татар. Поэтому по отношению к Меджлису российские власти все-таки были осторожны. Это решение было международного суда. И мы видим сегодня, что вожжи опять отпустили, и никакого уже пиетета перед Меджлисом тоже нет. Арестован и похищен фактически первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял. У нас на прямой связи адвокат по многим политическим делам в Крыму, адвокат и по делу Рифата Чубарова, и по делу Мустафы Джемилева, по их запрету въезда в Крым и объявлению персона Минврата Николай Полозов. Добрый вечер, Николай. Здравствуйте. Вот я напомнил сегодня нашим зрителям, что с 2016 года, когда Верховный суд России признал Меджлис экстремистской организацией, Россия как-то опасалась арестовывать, похищать, задерживать людей по делу Меджлиса. Тем более было промежуточное решение Международного криминального суда. Уточните мне как название этого суда. Это по делу Украины по двум конвенциям. Кажется, это противодействие всех форм расовой дискриминации. И Россия как-то, несмотря на то, что она не позволила Меджлису действовать, но и не репрессировала людей. Почему? Что произошло сейчас? С чем это связано, на ваш взгляд? Вряд ли здесь оценки юридические, скорее всего, я жду от вас политических оценок. Ну, я бы хотел возразить, все-таки Российская Федерация уже более года ведет активный уголовный процесс в отношении председателя Меджлиса Рифата Чубарова. И по его делу буквально на следующей неделе должна состояться апелляция, рассмотрение в апелляционном суде в Сочи. Кроме того, буквально недавно был вынесен приговор председателю регионального Меджлиса Судакского Эльвиру Аметову. То есть, в принципе, свою флажку российские власти не ослабевали и не давали слабину. Но сейчас дополнительным триггером, на мой взгляд, является проведение крымской платформы. И известно, что Нариман Джелял выезжал в Киев и находился в тот момент там, когда проходили эти мероприятия. Поэтому я не исключаю, что это может быть связанные вещи. Связанные с, вы имеете в виду, вот с саммитом Крымской платформы и актуализацией темы Крыма на международном уровне? Безусловно. То есть российские власти всегда очень резко, очень жестко реагируют на любые такие вещи. Я напомню, что дело против Мустафы Джемилева, Рифата Чубарова было активизировано после заявления Рифата Чубарова о проведении мирной акции «Марш на Крым». И реакция наступила практически сразу. Здесь, видимо, абсолютно такой же прошла Крымская платформа. И практически сразу в это время произошла активизация, новые аресты по делам Хизбут-Тахрир и вот последние задержания в области, которые последние. На ваш взгляд, Николай, к чему все вот эти вот
игры в похищение и в отсутствие информации, не предоставление информации, где находятся люди, то, что ФСБ сообщает адвокатам, что не имеет информации, где она находится, к чему все, вот это все. Российские власти спокойно могут сообщать, где находятся российские власти, спокойно вывозят, несмотря на все международные конвенции, на российский материк людей, и это ни к чему их никогда не обязывает, не предоставленная информация, ни адвокатам никогда не удается по каким-то процессуальным нормам и нарушением освобождать людей. Если задача людей есть сажать их, сажают. Зачем все вот это вот сокрытие и тайны? Ну, понимаете, прежде всего это создание такого антуража тревожности, антуража для запугивания людей, находящихся в Крыму, что да, мы можем прийти ночью, мы можем провести обыск, мы можем увезти кого угодно, куда угодно, и вы об этом ничего не узнаете и не будете знать, где ваши близкие. Второй момент заключается в том, что в первые несколько часов после задержания могут производиться незаконные действия, в том числе пытки. Мы неоднократно становились свидетелями того, что в Крыму сотрудники ФСБ пытают задержанных. Так было, например, дело фрилансера Крым Реалии Есипенко, которого пытали током. Поэтому я не исключаю, что, полагаю, что, наверное, к Джелялу непосредственно самому пытки применять вряд ли будут, учитывая, что он все-таки политическая медийная фигура. А вот другие задержанные, там, по-моему, 5 человек, не факт, что их не будут подвергать такому обращению с целью выбить нужные показания на первоначальном этапе. Я тут не хочу, конечно, нагнетать эту... Из ваших слов понятно, что такая российская драматургия, это такое страшное реалити-шоу с целым народом, с целой территорией, в которой российские власти могут применять совершенно различные сценарии. И просто не хочется нагнетать ситуацию, но можно ли будет сейчас избежать ситуации, которая была с Эрвином Ибрагимовым, о судьбе которого мы не знаем ничего уже много лет? Но, к сожалению, учитывая то, как действуют российские власти на оккупированной территории, на текущий момент никакой сценарий, даже самый негативный, исключать нельзя. Спасибо. Это Николай Полозов, адвокат по многим политическим делам в Крыму, который ведет их с самого начала российской оккупации в Крыму. А у нас на прямой связи Эльмаз Кырымлы, одна из крымских активисток, крымско-татарских активистов, человек, который достаточно близко знает и Наримана Джелялова и участвует в многих акциях всегда совместные. Эльмаз находится сейчас перед зданием оккупационного ФСБ на Франко 13 в Симферополе. Хайрлах Шамлар, Эльмаз Ханум. Эльмаз Ханум, что сейчас происходит там на Франко? Перед этим нам Рулан Усманов показал, что уже появились машины с силовиками, людей пытаются запугивать. Пригнали автобус, и людей уже загнали в автобус. И тут ловят тех людей, которые им просто попадаются, и всех загружают в автобус. Может быть, вы видели, вот за мной, я не знаю, видно или нет, я подошла, потому что меня могут просто забрать отсюда. То есть уже начались задержания просто обычных людей? Да, просто тех людей, которые пришли поддержать, и которые пытаются выяснить, где находятся все наши друзья, у которых был сегодня обыск. И никто не знает, ни райсуд какой-то, ни в отделении ФСБ главное. Конечно, никто не знает о их местонахождении, хотя мы все догадываемся, где все эти люди, которые считаются, я считаю, что это люди похищенные на данный момент. Эльмаз Ханум, конечно, нельзя говорить о том, что ко всему этому можно быть готовым, но готовы ли вы были, учитывая активную позицию Наримана и активистов, к тому, что в любой момент это может произойти в Крыму с людьми, которые публичны, и их видно в мире просто, и они сообщают миру о том, что происходит в Крыму? Я считаю, что это было просто вопросом времени. Давайте посмотрим на то, что сейчас происходит вокруг вас. Количество людей уменьшилось, людей удалось запугать и разогнать от здания. И где находятся сейчас адвокаты? Я вам просто сейчас включу вот эту камеру, если у меня получится. И вот я не могу подойти ближе, потому что, вы видите, они снимают и могут просто забрать.
Вот. Людей стало меньше, потому что некоторую часть загрузили в автобусы, некоторая часть просто отошла подальше, потому что нельзя собираться близко, нельзя находиться ближе, чем 1,5 метра друг от друга. Вот. Я знаю, что вы знакомы еще с одним похищенным, это Асаном Ахтемовым. И нам адвокаты говорили, что вот 4 людей, которых до Наримана похитили, это люди, которые не были ни политически активны, не принимали участие ни в каких акциях. Как вы думаете, с чем связано похищение? Я знакома и с Асаном, у которого сегодня был обыск, вернее, можно сказать, вчера ночью, и знакома с его братом, это Азиз Ахтемов, это двоюродный его брат. И более того, мы вчера все виделись вместе, потому что вчера было Дженазе Шефика Аблаконсу, ветерана национального движения, и после этого вот мы все виделись. И Азиза я тоже знаю, это третий, вот, у которого был обыск, третий человек. Я, конечно, не хочу вас подвергать опасности, чтобы вы ближе подошли. К задержанию какого количества людей вот под зданием ФСБ сейчас может уже идти речь? Какое количество людей затолкали в автобусы? Ну, смотрите, если автобус там как бы не маленький, и я думаю, порядка 20 человек, 18-20 человек где-то, потому что автобус полный. Есть ли у вас возможность видеть адвокатов и где они сейчас находятся? Нет, я сейчас не могу с включенным телефоном туда подойти. Сау olun Selmas Hanım, берегите... Работают 3 адвоката, это Айдер Азаматов, Лилия Демирджи. Да, они все выходили с нами на связь. Я прошу вас беречь себя, быть осторожными там в этой ситуации. И несмотря на то, что президент Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в своем получасовом обращении к народу призвал людей подойти к зданию в Симферополе на улице Франко, 13. Мы уже получили вот информацию от Ильмаз Ханум, которая, прямо вы видели, находится возле здания на Франко, 13, что людей просто мирно подходящих к зданию для того, чтобы поинтересоваться судьбой 5 похищенных крымских татар, их просто заталкивают ОМОНовцы в автобусы, зачитывают им выдержки из законов Российской Федерации о запрете на несогласованные массовые действия. Людей продолжают запугивать. Логику того, что происходит и почему это происходит, прочитать очень сложно. Являются ли это весенне-осенними обострениями российской власти, когда обычно в марте и в сентябре массово проходит задержание крымских татар. Кроме того, адвокат Николай Полозов сообщил нам о том, что, возможно, это месть за удачно проведенный саммит Крымской платформы в Киеве 23 августа, когда тема Крыма была еще раз актуализирована на международной арене, и большое количество европейских и международных партнеров Украины подтвердили дальше тезис о том, что Крым никогда не будет признана его оккупация. У нас на прямой связи один из крымско-татарских активистов, Синавер Кадыров. Харлах Шамлар Синавер Бей. Как вы оцениваете вот эти вот похищения? Мы уже не говорим слово задержание, похищение 5 людей на протяжении более чем суток и похищение такого, в принципе, яркого политического лидера, как первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял. Ну да, эти действия, которые мы, ту информацию, которую мы получили, эти действия больше действительно напоминают бандитские вылазки, когда выкрадывали людей, а не как действия правоохранительных органов. Ну, что касается Наримана Джеляла и других ребят, в принципе, для нас нечто подобное было ожидаемо. И мы знали, что Россия, она в какой-то мере должна или в какой-то степени должна отреагировать на Крымскую платформу. Как бы они того не хотели, как бы ни старались, в общем-то, держать позицию такую, что тема Крыма закрыта, как раз-таки проведение Крымской платформы и подписание меморандума в
Киеве представителями 46 государств, а уже потом начали присоединяться и другие, конечно же, собственно говоря, их вывело из состояния равновесия. Здесь не получается здесь не получится так же, как и прежде, твердить, что тема Крыма закрыта. Как раз-таки Крымская платформа эту, на первый взгляд, закрытую тему распечатала, и это предполагает создание дополнительных сложностей России. И, естественно, нечто подобное следовало ожидать. Но если подобное следовало ожидать в отношении членов Меджлиса, которые продолжают оставаться на оккупированной территории Крыма, вернее, в оккупированном Крыму, то уже в отношении ребят, которым не исключено, что будет, я не знаю, там терроризм и что им будет инкриминировано, поскольку здесь увязывают с некими взрывами и так далее, то, собственно говоря, они будут искать повод показывать, в общем-то, далеко не мирную политику со стороны Меджлиса и довольно-таки будем говорить, далеко от ненасильственной формы борьбы, применяемой уже со стороны крымских татар. Эрби, как действовать сейчас, прямо в эти минуты, в эти часы, крымским татарам? С одной стороны, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров призвал людей интересоваться судьбой похищенных соотечественников и подойти к зданию оккупационного ФСБ в Симферополе на Франко-13. С другой стороны, мы видим даже на видеокадрах наших активистов в Крыму, что людей, которые просто мирно подходят к этому зданию, их заталкивают в автобусы ОМОНа и увозят, их запугивают участием в несанкционированных массовых мероприятиях. Как действовать сейчас людям? Алло. Да, вы слышали меня? Я слышал вашу информацию. В чем вопрос? Вопрос, как действовать сейчас людям. С одной стороны, председатель Меджлиса призывает народ подходить к зданию на Франко-13, чтобы интересоваться судьбой похищенных, а на видеокадрах мы видим, что людей, которые подходят, тут же заталкивают в автобусы и увозят силовики российские. Как действовать сейчас людям там в Крыму? Ну, собственно говоря, как действовать в Крыму? Здесь, исходя из той практики, которую, в общем-то, применяли мы в свое время, и не надо забывать, что и раньше в отношении крымских татар в подобных ситуациях достаточно жестко применялись жесткие меры, но единственная возможность как бы приостановить это, или, по крайней мере, помешать властям в их вот таких неправовых действиях, методах, это по мере возможности активизации людей. Но в данном случае, вы говорите, люди приходят, их забирают. Расчет такой, что, в общем-то, этот поток прекратится. Но, конечно, хотелось бы, чтобы подключались, но самое главное, чтобы они вели как бы чуть ли не прямой репортаж с места событий. Сейчас есть, в общем-то, многие пользуются не слабо телефонами, и поэтому я думаю, что это возможно сделать. Но то, что нам здесь представляется возможным, не знаю, всегда ли на месте это возможно
для присутствующих там, и которые оказались вот под таким прессом. Но так или иначе, я думаю, что вот именно попытки или методы прямого репортажа вот этих вот действий, конечно, наша задача и задача наших соотечественников в Крыму, каждое такое неправомерное действие оккупационных властей